Ахматова Раиса Салтамурадовна. Народная поэтесса, родилась в семье рабочего. В 1943 году окончила Грозненское педучилище. С 1946 по 1956 год учительствовала в Казахстане. С 1956 года занималась журналистикой. В 1958 году поступила на высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького. С 1959 года член Союза писателей СССР. В том же году вышел в свет первый сборник ее стихов на чеченском языке. Раиса Салтамурадовна многие годы возглавляла правление Союза писателей ЧССР, была председателем Верховного Совета ЧССР, членом Советского комитета защиты мира. О ней, которая говорила с эпохой, народом и обществом всегда от имени горянок, о ней, поэте и человеке написано очень много. Но все же напомнить еще раз, считаем, будет не лишней, потому что многие, особенно молодые, стали забывать и ее имя, и ее место в нашей литературе. Вобрав в себя богатство и своеобразие горской народной поэзии, ее поэзия стала свидетельством интеллектуального роста чеченского народа, его таланта и поистине неисчерпаемых возможностей. Нелегким был путь Раисы Ахматовой к вершинам всенародного и всемирного признания. Недаром она писала в одном из своих стихотворений: «Я вспоминаю черствый хлеб разлуки и сироту, забывшего свой дом, и женские грубеющие руки, не женским закаленные трудом. Я вспоминаю пепелища, слезы вдовьи и силу, что давал мне мой народ». Много сил и времени отдавала Раиса Ахматова общественной работе. Была председателем Верховного Совета Чечено-Ингушетии, председателем республиканских отделений Комитета мира. Участвовала в работе Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир. В 70-е и 90-е годы XX века и как поэтесса, и как общественная деятельница в составе различных делегаций побывала почти во всех уголках земли, везде и всюду, достойно представляя дружелюбный, трудолюбивый и мудрый чеченский народ, своим словом и делом умножая честь его и славу. Где бы она ни была, Раиса Ахматова всегда помнила об отчей земле и о родном народе. Темой любви к ним пронизаны многие поэтические произведения. «Каспий, я гордилась бы тобою, но пойми меня и не брони. Навсегда слета своей судьбою, я судьбой родной моей Чечни». Первый сборник ее стихов «Моя республика» вышел в свет в 1958 году. Она выпустила в Грозном и Москве на русском и чеченском языках около 30 сборников стихов и поэм. «Иду к тебе», «Перевал», «Медный листопад», «Лунную тропою» и другие. Большой вклад внесла поэтесса и в развитие жанра поэмы в чеченской литературе. Книги поэтессы издавались в Англии, Испании, Германии, Индии, Чехословакии, на Украине, Белоруссии. Многие стихи Раисы Ахматовой вошли в сокровищницу мировой литературы. Она имела право писать о себе. Стихотворение «Атлант». «Я изучила таинство таланта, постигла мысль я, и добро, и зло. Я за века переросла Атланта, и все вокруг его переросло. Во мне гудят гекзаметры Гомера, ко мне приходят Данте и Шекспир. Меня зовет и окрыляет вера, что я, как все, ответственна за мир». Творческая и общественная деятельность Раисы Ахматовой была оценена не только любителями поэзии, но на официальном уровне. Она была награждена орденами в знак почета дружбы народов, медалями, почетными грамотами, носила высокое звание народная поэтесса Чечено-Ингушетии. Поэтесса писала в одном из своих программных стихотворений «Откровение»: «Я по крупицам собирала чудо счастливого сегодняшнего дня. В стихах, Чечня, всегда с тобою буду. Народ мой не забудет про меня». Верим, что так оно и будет.